Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Вопрос отбора предпринимателей, а также банков Абхазии обсудили на заседании комиссии по реализации программы льготного кредитования. В Абиги презентовали книгу абазинской поэтессы Ларисы Шипзуховой. Книга является благодарностью научному руководителю Шипзуховой Владимиру Зантария. Хибла Гирзмава посетила Центр здоровья и красоты, который открылся при пансионате Литфонд в этом году. Президент Абхазии направил слова поддержки главе Татарстана Рустаму Минниханову, жителям республики, семьям погибших и пострадавшим в результате атаки украинских ВСУ на Нижнекамск. Слова поддержки направили главы более 40 регионов России, послы иностранных государств, президент Египта и король Бахрейна. Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто поддержал Татарстан после трагедии. Напомним, утром 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаки украинских беспилотников. Удары пришлись по производственным и гражданским объектам. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. За медицинской помощью обратились 78 человек, 25 были госпитализированы. 26 заявок зарегистрировано в рамках программы развития малых некапитальных средств размещения. Вопрос отбора предпринимателей, а также банков Абхазии, желающих принять участие в финансировании проектов, обсудили на заседании комиссии по реализации программы льготного кредитования на 2026-2028 годы. Подробности в репортаже Шейзины Ханагуа. Открывая заседание, председатель комиссии, вице-премьер Джансух Нанба напомнил, что ведется работа над программой поддержки развития малых некапитальных средств размещения. Был объявлен период приема заявок, были представлены соответствующие заявки инициаторами. На первом этапе мы рассмотрели те заявки, которые были уже готовы к рассмотрению. И вот сегодня мы подводим логическое, так скажем, завершение нашей работы. Нам будут представлены все заявки, рассмотренные Министерством экономики, и нам необходимо принять соответствующее решение. Присваиваем мы статус участника программы инициатору или нет. Зарегистрировано 26 заявок. Министр экономики Теймураз Микваби отметил, что общая стоимость инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в рамках этих заявок, составляет 1 миллиард 48 миллионов 220 тысяч рублей. Из них сумма субсидий, на которую были поданы заявки, составляет 337,4 миллиона рублей при лимите на текущий год в размере 150 миллионов рублей. Также, насколько вы помните, на прошлом заседании комиссии было принято решение об одобрении проектов из, скажем так, первого этапа приема заявок. Было рассмотрено некоторое количество заявок, из них 3 заявки на общую сумму субсидий 51,5 миллиона рублей прошли отбор в рамках комиссии. На текущий момент задача стоит у Министерства экономики проинформировать членов комиссии о том, какие еще заявки были получены, как прошла их проверка, и проинформировать о проставлении предварительных баллов, которые осуществляются в соответствии с постановлением Кабинета министров. Одним из направлений государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является предоставление льготных кредитов с привлечением финансовых средств абхазских банков. Данная подпрограмма предусматривает проведение 2 отборов – уполномоченных банков и инвестиционных проектов. В рамках приема заявок от инвесторов потенциальных Министерством экономики было получено 49 заявок на общую стоимость инвестиционных проектов 1,6 миллиарда рублей на общую сумму кредита в размере 1 миллиард 58 миллионов рублей. На текущий момент ведется проверка полученных заявок и прилагаемых к ним материалов перед отправкой в банки для последующего рассмотрения. Следующий этап, а именно рассмотрение этих заявок комиссии, будет связан с получением Министерством экономики от банков
заявок на предоставление субсидий, соответственно, участие этих проектов в отборе, который будет проводить комиссия. Следовательно, те проекты, по которым банки не найдут для них условий, которые позволяют говорить о том, что заемщик может обеспечить этот кредит, и сам инвестиционный проект проработан достаточно детально. Пока этого не произойдет, банки будут присылать либо отказы участвовать в поддержке данного проекта отдельно взятого, либо не будут об этом информировать, что будет, грубо говоря, приравнено. От абхазских банков получено 5 заявок на участие в отборе. В отношении одного из банков на текущий момент выявлены нарушения ряда нормативов, за соблюдением которых следит Национальный банк. В связи с этим пока нельзя говорить о возможности участия этого банка в отборе. По остальным заявкам проверка завершается. Получена информация от Министерства юстиции об отсутствии в отношении этих банков процедур банкротства, реорганизации и прочих ограничений, которые могли бы препятствовать их участию. Получена информация Министерства финансов о том, что у 4 банков оставшихся отсутствует задолженность перед республиканским бюджетом по возврату бюджетных кредитов. В течение следующей недели планируется завершить отбор банков, претендующих на участие в программе. Отбор будет осуществлять отдельная комиссия, созданная распоряжением премьер-министра. Шазина Ханагуа, Дэвид Маргия, Абхазское телевидение. 15-летний российский турист погиб в горах Кулрыбшского района, сообщает пресс-служба МЧС. По информации ведомства, подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, во время альпинистского восхождения с группой российских туристов. В связи с трагедией МЧС Абхазии призывает жителей и гостей республики, планирующих походы и восхождения в горной местности, соблюдать меры безопасности. В ведомстве напомнили, что действующее законодательство Абхазии не предусматривает обязательной регистрации туристических маршрутов. При этом МЧС настоятельно рекомендует всем организованным группам и самостоятельным путешественникам перед выходом в горы заранее согласовать поход с МЧС, сообщать координаты и подробный маршрут движения, указать сроки выхода на маршрут и предполагаемое время возвращения, объективно оценить риски и уровень подготовки всех участников. Еще одна трагедия произошла на одном из сероводородных источников в Ачимчирском районе, сообщает спутник Абхазия со ссылкой на прокурора района Инара Таркил. По словам прокурора, мать с 2 детьми уже собирались уходить. Во время переодевания одного из них второй упал в воду. Момент падения ребенка никто не заметил. Девочку удалось обнаружить спустя несколько минут. Ее доставили в ЦРБ Гулрыбша, но к утру она скончалась от остановки сердца. Прокуратура Ачимчирского района проводит процессуальную проверку, назначены все необходимые экспертизы, уточнил Таркил. 11 августа 2008 года в ходе 5-дневной войны в рамках операции по восстановлению контроля над Верхним Кадорским ущельем абхазские силы при поддержке российской авиации и артиллерии вели активные боевые действия, нанося удары по позициям и укрепленным пунктам противника в районе селений Ажара и Куапчара. С самого раннего утра авиация и боевые вертолеты наносили бомбово-штурмовые удары по опорным пунктам и скоплениям сил в ущелье. А в районе села Ажара шли интенсивные перестрелки. Применялись специальные бомбы, которые создавали определенные условия для того, чтобы противник был деморализован. Также была задействована артиллерия. По результатам радиоперехватов группировки силовых структур Грузии в Верхнем Кодоре стало известно, что основная сила противника начала уходить в ночь с 11 на 12 августа. До провозглашения юрисдикции Абхазии на территории Кадорского ущелья оставался 1 день. Общественная палата Абхазии поддерживает инициативу группы депутатов Великого национального собрания Турции о признании абхазских паспортов и возобновлении морского сообщения. В ведомстве подчеркнули, что сам факт вынесения этих вопросов на парламентский уровень в Анкаре является прорывным, независимо от финального решения. В обращении, опубликованном 11 августа, Общественная палата отметила, что предложение турецких парламентариев напрямую затрагивает
учитывает права и интересы граждан республики. Особо подчеркивается, что вопрос открытия морских маршрутов ранее уже прорабатывался самой Общественной палатой. Аналогичная инициатива обсуждалась в марте текущего года в ходе круглых столов и общественных слушаний на форуме палаты. Для любого абхаза, независимо от места проживания или статуса, приоритетом остается международное признание республики и легитимности наших проездных документов. Только скоординированная работа власти и общественности способна перевести эту инициативу в практическую плоскость и укрепить суверенитет, заявили в Общественной палате. Палата призывает к консолидации усилий на всех уровнях, чтобы превратить парламентский демарш турецких коллег в реальные двусторонние шаги, способствующие снятию транспортных и визовых барьеров. По инициативе посольства России в Абхазии, лично главы дипмиссии Вячеслава Гладкова и поддержки правительства республики, Министерства здравоохранения Астамура Гуня и уполномоченного по правам ребенка Мактины Джинджулия в АГУ прошла встреча руководителей абхазских общественных организаций, оказывающих помощь детям-инвалидам и их семьям, с коллегами из России. Поделиться опытом приехали руководители двух благотворительных организаций из Белгородской области, входящих в число лучших по своим направлениям. Ольга Демченко занимается оказанием помощи семьям, имеющим детей с ментальными нарушениями. Евгения Кондратюк, руководитель благотворительного фонда против детского рака. В ходе встречи посол России в Абхазии Вячеслав Гладков отметил, что главная задача – поделиться опытом, который уже признан успешным. Эти два человека сами прошли сложнейшие испытания и своим примером показали, что все зависит только от желания и последовательности действий. И, как правильно сказала Ольга Демченко, не стоит ничего придумывать. Все уже давно придумали за нас. Нужно просто захотеть, потом научиться, а потом реализовать. Необходимо использовать как государственные, так и негосударственные механизмы. Эту систему нужно формировать. Если абхазская сторона скажет, что надо, мы готовы помочь. Партию учебной литературы, поступившие в республику в начале августа, начали раздавать по школам. Общий объем книг, поступивших по линии гуманитарной помощи Российской Федерации, составляет 24 тысячи экземпляров. Это учебники по русскому языку и литературе, математике, алгебре, географии, физике и информатике. Первыми учебники получили Гулрыбский и Сухумский районы и отдельно Сухумская школа номер 1. В течение 2-3 дней оставшиеся учебники будут переданы остальным районам. Книги предназначены для учащихся с 1 по 11 классы. Впервые по линии российской помощи в республику привезли учебники по информатике в объеме 2000 книг. Передача учебников стала результатом договоренностей, достигнутых на встрече министров просвещения Абхазии и России Ханы Гунба и Сергея Кравцова. Организатором поставки и донором выступил Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». В Абиги презентовали книгу абазинской поэтессы Ларисы Шибзуховой под названием «Сквозь призму Абазара». Книга является благодарностью научному руководителю Шибзуховой Владимиру Зантария. Сама книга состоит из 35 работ. Милана Агарба знает подробности. Народный поэт Карачаево-Черкесской республики, известная абазинская поэтесса, член Союза писателей России Лариса Шибзухова, пишет произведения на абазинском и русском языках. Поэтесса с детства испытывает глубокую привязанность к Абхазии, что связано с ее отцом. Еще в студенческие годы она несколько раз приезжала в Сухум и всегда испытывала восторг от Абхазии и ее народа. Как отметила поэтесса, книга «Сквозь призму Абазара» – это благодарность доктору филологических наук Владимиру Зантария, который был ее научным руководителем. Эта книга — это моя благодарность, хотя я думаю, что со временем я напишу другую именно о нем, потому что такого мыслителя, такого человека с таким правительским даром не всегда являет природа народу.
его книги — это то, что нам осталось от него. Сама книга состоит из 35 работ, в том числе 7 статей на абазинском языке. 3 статьи посвящены абхазским авторам, в остальных публикациях в основном речь идет об абазинских писателях и навском эпосе. Я хочу от своего имени, думаю, что от лица всех собравшихся и даже тех, кто хотел, но не пришел, поздравить с выходом этой книги автора Ларису Шибзухову. Мы все хорошо знаем, что Лариса – настоящий поэт. Здесь, по-моему, другой оценки не может быть. Более того, могу сказать, что прекрасный стилист, владеет пером хорошо. Книга будет полезна студентам и всем, кто увлекается историей и традициями абхазо-абазинского этноса. Милана Агарба, Камила Джопова, Абхазское телевидение. Абхазия приняла участие в летнем культурно-гастрономическом фестивале в Никарагуа. Мероприятие прошло в столице страны и объединило 40 стран. Гости павильона, организованного посольством Абхазии, могли ознакомиться с историей, географией и культурой страны, а также продегустировать абхазский сыр, аджику, чачу и акалмыш. Кроме того, на фестивале представили абхазские банкноты, произведения ремесленников и традиционную одежду. Стенд Абхазии вызвал большой интерес у гостей и посетителей фестиваля, а также представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Республике Никарагуа, сообщили в МИД. По приглашению руководства пансионата «Литфонд» Хибла Гирзмава посетила Центр здоровья и красоты, который открылся при пансионате в этом году. Центр многопрофильный. Здесь можно пройти диагностику, получить консультацию специалиста, пройти курс лечения или реабилитации, воспользоваться косметологическими и СПА-услугами. Все подробности в материале Аэлиты Арутюнян. Визит Хиблы Гирзмава, народной артистки России и Абхазии, всегда запоминающееся событие. К встрече с ней здесь готовились основательно, чтобы порадовать и показать всю составляющую центра. А показать есть что. Медицинский центр здоровья и красоты многопрофильный. Здесь можно пройти диагностику, получить консультацию специалистов, пройти курс лечения и даже реабилитацию. Конечно, тем людям, нашим местным людям, которым действительно очень сложно иногда поехать в Сочи, сделать даже МРТ. Это прекрасно, что у вас есть и КТ, можно сделать и МРТ, и разные очень сложные анализы, которые нужно было делать вот за пределами Абхазии. Я считаю, что это прекрасно, что в Пицунде есть такой центр. Это замечательно, что наши люди могут прийти и сделать то, что им нужно. И наши люди отдыхающие, которые приезжают сюда. И вообще, конечно, Литфонд, то, что здесь сейчас происходит, это прекрасно. Также в центре можно воспользоваться косметологическими и СПА-услугами. 8-этажный медицинский центр был открыт в этом году при поддержке концерна «Росэнергоатом». И я счастлива, что «Росатом» вместе с Юберленовичем сделали вот такой центр. И это, конечно, великое меценатство, поэтому мне только радоваться приходится, поэтому я с удовольствием приехала, я буду знать, что здесь такой центр есть, и все наши друзья, которые приезжают, а все поехали в Абхазию, чтобы вы знали. Медцентр оснащен оборудованием для гастроскопии и некоторых хирургических методов лечения. Также центр представляет процедуры физиотерапии, электро- и ударно-волновой терапии, криотерапию и внутривенную инфузионную терапию. Экскурсию Хибля Гирзмава провели Мирон Малия, исполнительный директор пансионата «Литфонд», врач медицинского центра красоты и здоровья при пансионате «Литфонд» Астанда Барганджия. Оксиспа – это лэг, то есть здесь больше на кожу воздействие, выравнивание, а здесь, соответственно, дыхание насыщено кислородом, плюс массаж, плюс музыка, в общем, релаксация полная. А, еще и с массажем. Конечно. Это ионизированный воздух тут обдувает. В целом, СПА-капсулы решают множество проблем. Среди них лишний вес, эмоциональное спокойствие. Вот СПА-капсулы – это современное оборудование, где человек получает релакс и оздоровительные процедуры. Они проходят по назначению врача и занимают 40 и 30 минут программы.
Оперная дива уверена, приезжающим сюда будет очень комфортно, удобно. Ведь можно и отдохнуть, и поправить здоровье. Центр красоты также оборудован кабинетом МРТ, КТ, маммографии, УЗИ, рентгена. Оборудование новое. На сегодняшний день центр полностью укомплектован. Посетители остаются довольны, как и медцентром, так и самим пансионатом Литфонд. Что касается медицинского центра, это вообще шедевр. Будем надеяться, что он будет процветать и здравствовать, и помогать нам оздоравливаться. Так что спасибо за все замечательно. Пользоваться услугами центра могут не только отдыхающие в пансионате, но и все желающие граждане Абхазии. Главврач центра Аснада Барганджи отметила, что поддерживается концепция «все в одном месте». В этом заключается уникальность центра. Попасть на прием можно по записи. Все в одном месте, да, то есть у нас человек заходит, начиная от анализов лабораторных и заканчивая получением квалифицированной медицинской помощи, то есть это и диагностический ряд, и профилактические процедуры. То есть, в принципе, мы можем обеспечивать полный цикл по медицинским услугам, которые нужны нашим пациентам и гостям. У нас есть контактные телефоны, у нас есть страницы в социальных сетях, выходите на связь, обговариваете с администраторами удобное время, и мы вас ждем. В центре работают порядка 106 сотрудников. Часть из них – средний медперсонал и врачи. В основном специалисты местные, то есть граждане Абхазии, которые имеют высшее медицинское образование. Если необходимо подтянуть какие-либо квалификационные знания, навыки, они доучиваются и работают в центре. Центр работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Айлита Арутюнян-Заурлиев, Абхазское телевидение. А сейчас узнаем о погоде. В среду, 12 августа, в Абхазии к вечеру возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.